Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что прямо сейчас в тайне происходит у вас за спиной, а вы не видите и не знаете. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Ну, ничего себе. Так, вот этого я не ожидала. Здесь показывают человека противоположного пола, который начинает действовать. Человек, с которым у вас закрыты все двери, оборвана вся связь, и человек, который вами был послан далеко и надолго. И этот человек, я так понимаю, что не смирился, да, либо не смирилась, если смотрит меня мужчина. Человек любой ценой решил вернуться в вашу жизнь, либо вернуть вашу прежнюю любовь, расположение, внимание. Человек какой-то бумеранг ударил этого человека, вот я вижу. И у человека от этого удара, знаете, как глаза открылись. И человек такой: ё-моё, что же я наделала, что же я наделала? Я же себя как сволочь вел, либо вела. Но это какой-то полный переворот, перезагрузка мне идет. У человека там такой период страшный прошел. И человек решил действовать, да, любой ценой, любыми мерами, пойти на крайние меры, но вернуться в вашу жизнь, либо вас вернуть вашу любовь, ваше расположение. И у человека там прям целый арсенал, да, там много всего уже человек придумал, и даже заручился поддержкой кого-то с вашей стороны. Кто-то с вашей стороны этому человеку будет помогать, потому что по тройке, вот он, человек за тройкой прячется и на вашей стороне находится, но связь имеет с бывшим либо с бывшей. Вот тут план капкан, поэтому будьте осторожней. Да, их двое, как минимум двое, может там еще другие какие-то будут эти помощники, прислужники. Но надо быть очень осторожными, да, особенно если вы не хотите назад попасть в прошлые отношения. Тут даже вот в крайних мерах мысли о привороте идут. В настоящем привороте. Сделать приворот для мужчин особо это я вот прям предупреждаю, да, потому что приворот, скорее всего, будут делать самый сильный на кровь. Ах, лучше вам не знать, что это за кровь. А у женщин, в принципе, это может быть что угодно. Слава богу, мужчине недоступно, да, мужчинам недоступна эта опция делать приворот на кровь. Но, тем не менее, я вас предупредила, да, тут даже может быть приворот. Вот настолько человек вот готов рвать и метать, грызть просто землю с камнями, лишь бы вас вернуть. На что угодно готов пойти, лишь бы вас вернуть. И, возможно, вы вообще не любите всякие онлайн-гадания, тем более на песке. И, возможно, вы впервые оказались на моем канале и думаете: а что я тут делаю? А вас сюда ангелы привели, чтобы вас предупредить. Сама судьба привела, чтобы вас предупредить. Потому что если вы, скажем так, поверите этому человеку, не буду говорить про приворот, просто поверите, да, дадите еще один шанс, это вас отбросит, не знаю, лет на 20 назад. То есть ваша жизнь, она не будет прогрессировать, идти в будущее, а наоборот вернется на 20 лет, и это полная регрессия идет. Вот. Ничего хорошего не будет. Вам другой человек по судьбе идет. С другим ваше счастье, с другой ваше счастье, а не с вот этим вот неадекватом, да, который готов пойти на все, лишь бы вас назад вернуть. Поэтому, да, и предупреждают. Сейчас я еще хочу кое-что проверить.
змея отравит жизнь, понимаете? Змея отравит жизнь. Вам другой человек по судьбе идет. И жизнь у вас должна другой быть. И вы на пороге уже этой новой жизни. А вот эта змея из прошлого отравит вашу жизнь, сломает вашу жизнь, отбросит вас на 20 лет в прошлое. Понимаете? Вот нельзя, не подпускайте, не принимайте, гоните прочь. И вот тот, кто будет помогать с вашей стороны, этот человек вам тоже не друг, не подруга и не родственник. Раз против вас человек решил пойти. Неважно по какой причине, подкупили, уговорили, уломали, это не важно. Важно, что человек согласился действовать против вас. Человек, кстати, прекрасно знает, что было между вами и этим, кто хочет вернуться, и сколько боли вы вынесли на своих плечах, и как у вас сердце рвалось на кусочки. Все знает, и все равно берет и помогает. Так, будьте очень аккуратны, очень-очень сильно аккуратны. И я понимаю, почему этот бывший либо бывшая возвращаются. Ну, во-первых, да, ударила, мозги на место встали. Частично, да, потому что тут такие мысли страшные. И второй момент, потому что вы очень ресурсный человек. Вы помогали, вы защищали, вы вдохновляли, вы решали проблемы, вы вкладывали ресурсы, вы отдавали свои жизненные силы. И благодаря вам вот этот вот бывшая, ну, в свое время просто вот боговали, пировали, да, жили на всем готовеньком, еще какую-то вот удачу с вас стягивали, да, вот как вампиры тянули. Поэтому ни в коем случае назад дороги нет. Она сгорела, ее, там, не знаю, растарабанило, да, разлетелась на кусочки. Ее больше нет. Ни в коем случае назад нельзя. С человеком из прошлого нет счастья в будущем. И даже если в прошлое вернуться, там счастья тоже не будет. Те же слезы, та же боль, те же травмы. Понимаете, вам это ни к чему. Это не надо. Будет за вами бегать, упадать, умирать, там, ползать, лить слезы крокодили, но ни в коем случае, да, ничего не берите. Ничего не берите. Всякие подозрительные там лакомства, угощения, подарки вообще не берите. Ни в коем случае, потому что высокая вероятность того, что будет сделан приворот. Так, дальше идем. За вашей спиной прямо сейчас. Ну вот. Сбываются ваши пророчества, сбываются ваши слова. И причем сбываются, знаете, как-то вот прям слово в слово, палочка в палочку, точка в точку, да, вот дословно, вот как вы сказали, так оно и сбывается. И те, кто знают, да, что вы сказали, кто не поверил, скорее всего, не поверили, либо отмахнулись, вот они сейчас бедные, они бледные, они не знают, куда бежать, что делать, кому молиться, к вам они не могут обратиться, да, потому что они вам в свое время не поверили и очень дерзко себя повели, нагло, как-то, знаете, вот обидели вас. И стыдно, да, стыдно показаться к вам на глаза. Но все, что вы сказали, оно все сбывается прямо сейчас. Возможно, вы об этом слышали, а возможно, еще услышите. Но так, чтобы быть полностью в курсе событий, такого я не вижу. Видно, это где-то находится, да, далеко от вас, либо на каком-то отдалении от вас. Но вы абсолютно были правы. Вы и были, и есть правы. Вот все, что вы говорите, то, что вы прогнозируете, то, что вы предчувствуете, предвидите, оно все сбывается. Прям тютелька в тютельку идет. Никакой ошибки, никакой погрешности. Идеальное совпадение 100 из 100. Вот я вижу так. И вот смотрите, бегают, мечутся, а что предпринять не знают. Ну, либо они уже все наперед знают, что происходит, чем это все чревато, чем закончится. И просто вот ждут, да, смирились и ждут, что будем, значит, выгребать. Вот. А если бы вас послушали, да, если бы к вам прислушались, то ничего подобного бы и не случилось. Потому что вы не только говорили, что будет, вы еще и говорили, что надо делать, да, чтобы плохое не случилось. Либо как беду отвести, либо как правильно, как неправильно. Вы все объясняли, просто слушать вас не стали, не поверили. А теперь все это происходит. Угу. Да, именно так. Так, еще здесь вот показывают человека,
который никак не может вам что-то сказать. Вот язык к небу прилипает, тяжелый становится, не шевелится, и человек не может вам сказать. Приходит, постоит, посмотрит на вас и уходит. Кто ведет так себя в вашем окружении, ну, либо рядом с вами? Вам обязательно нужно с этим человеком уединиться. И, ну, как-то вот тактильный должен быть момент, там, не знаю, взять за плечо, за руку, приобнять и просто попросить, да, сказать, ну, скажи мне, да, я хочу узнать, скажи мне, пожалуйста, и не скрывай. И тогда человек расскажет. Человек что-то знает, что может стать, ну, очень важным для вас. Либо именно та информация, которая вам нужна. Либо человек про что-то, про кого-то знает и может вас вовремя предупредить. Понимаете? Почему не говорит? Ну, может быть, на человека, не знаю, какое-то заклятие наложили. Там, мару наложили, да. Может быть, человека запугали, да, припугнули. Но раз человек подходит, значит, хочет признаться, значит, не все потеряно, да, можно разговорить этого человека. Тем более я вижу, что у вас очень сильный тактильный эффект. Если вы кого-то касаетесь, то человек, извините, послушным становится. Вы можете думать что угодно. Я в этом ничего плохого не вижу. Я вижу, что в этом ваша суперсила. Достаточно прикоснуться и сказать, да, вот, и человек становится послушным и делает так, как вам надо. Кстати, это, да, уникальная способность, которая может помогать вам не только с кем-то конкретным, но и по жизни в целом. Ведь можно касаться и незнакомых людей, если вам что-то нужно от кого-то, либо какая-то ситуация возникла. Просто подойдите и прикоснитесь к человеку и скажите, что вам нужно, и человек это сделает. Да? Вот этот эффект, он очень сильный тут показан. Возможно, вы и сами про себя это знали, ну, по крайней мере, догадывались, да, может, вы не были уверены, может, у вас не было, ну, большой практики, да, ну, как бы в обычной жизни мы не так часто касаемся других людей на самом-то деле, но, тем не менее, вот я вижу, что есть. И плюс вы умеете располагать. Да? Вы умеете располагать, а люди испытывают к вам какое-то прям, ну, чуть ли не абсолютное доверие. Нормальные люди, да, я не говорю про неадекватных, либо хитро сделанных, либо ушлых, я говорю про адекватных людей. Вы вызываете доверие, с вами хочется пооткровенничать, прям хочется, да, есть такое желание, появляется, по крайней мере. Вот, пользуйтесь этим, обязательно пользуйтесь. Еще, но тут больше, знаете, похоже на некие глобальные перемены, которые уже точечно начинают происходить. А дальше будет больше. Возможно, следующий месяц будет рекордсменом по серьезным глобальным событиям. Не обязательно плохим, не обязательно хорошим. То есть там какой-то вот прям микс из событий будет происходить, который никто не ждет, да, но которые очень сильно повлияют на все человечество, да, на весь земной шар наш с вами. Будут происходить эти события. Эти события, ну, частично, да, эти события очень благоприятно ложатся на текущую ситуацию в вашей жизни, либо те проблемы, с которыми вы сейчас боретесь, да, актуальные проблемы, сложные проблемы, не поддающиеся, да, либо такие прям крутые, да, проблемы, либо, ну, какие-то вопросы, да, которые так просто не решишь. Нет, вы не тот человек, который будет сдаваться, но и иногда, да, приходится прям смириться, либо там ждать, либо там кого-то подключать. Смотрите, событий будет много, и эти события буквально выбивают, не открывают, но выбивают двери. То есть там, где была закрытая дверь, теперь как дыра, да, либо этот дверной проем, а двери самой уже и нет. То, чего вы так сильно хотели, либо ждали, либо мечтали, вот оно приближается. Оно приближается, как никогда уже рядом стоит. Уже происходят события, но просто еще отголоски не пришли. А событий все больше и больше будет становиться, ну и как бы все готово. Что-то вам потребуется, что-то, о чем вы знаете, но чем пока не занимаетесь, да, потому что считаете, что, ну, не время, да, либо успею.
допустим, какие-то документы сделать, оформить, какие-то, допустим, вещи привести в порядок, к чему-то подготовиться, на что-то настроиться. Вам нужно этим сейчас заниматься, не откладывая в долгий ящик. Потому что когда будут вылетать эти двери, нужно очень будет быстро реагировать. И чем раньше, тем лучше. Понимаете, да? Это то обещанное будущее, вот оно обещанное мне идет. Вы, возможно, уже где-то получали прогноз, либо вы сами чувствовали, либо вот как обещание мне идет какое-то. Кто-то вам сказал, что вот обещаю, будет хорошо. Вот оно будет, оно уже рядом находится. Так, еще про очень хитрого человека показывают. Человек, который такой, знаете, и вашим, и нашим, и круть, и верть, и 2-3 лица, да, там сменные, да, автозамена идет. И человек достаточно шустрый, ловкий. Человек как будто бы между разными группами, да, людей. Какой-то прям приспособленец и вот умеет выживать. Ему даже нравится, либо ей это нравится, да, интрига, страх, что тебя раскроют, да, вот это прям все нравится, будоражит, куражит. И про этого человека могу сказать, что этот человек будет вам что-то предлагать. И про этого человека говорят, что нужно его удалять из вашей жизни как можно скорее, как можно быстрее. Этот человек очень наглый и беспринципный, но скрывает свою эту наглость и беспринципность. Кстати, может себя выдавать за некого знатока, умельца, мастера, может даже какого-то представителя какой-то организации. Абсолютно никчемный человек, очень хитрый. И у человека только лишь свои цели. Он служит, либо она служит только лишь своим целям. Этот человек начнет действовать и к чему-то вас, не знаю, там, как я говорила, предлагать, подталкивать, куда-то вас затаскивать, говорить, что нужно это сделать обязательно, иначе пожалеешь, иначе все пропало, иначе все будет плохо. Да, вот именно давление такое, да, что типа успей, все уже сделали, а ты одна не сделала, ты один не сделал, срочно, сегодня последний день, осталось полчаса, да, вот какой-то прессинг, давление мне идет. Как только вы такое услышите, сразу на 3 буквы посылайте, можете и дальше послать, да, это я так условно говорю. А человек пытается либо вами воспользоваться, либо за счет вас какие-то свои проблемы решить, либо какие-то бонусы за счет вас получить. Поэтому сразу нужно посылать. И я вам скажу, человек вот вам говорит, осталось полчаса. Вы говорите, значит, не успеваю. Через полчаса придет человек и скажет, можно до вечера. Вы скажете, у меня другие планы. Человек скажет, давай тогда завтра, да, либо давай там через 2 дня. Понимаете, вот врет и даже как не замечает, не краснеет. Человека не смущают вот эти вот нестыковки, да, которые проскакивают. Поэтому не слушайте, посылайте, и пусть идет гуляет. Вообще, по-хорошему, этого человека нужно разоблачить и придать огласке то, чем занимается этот человек. Но с другой стороны, там прям, да, надо этим вопросом заниматься. А у вас сейчас на это времени и сил не хватит. У вас другие серьезные задачи на пороге. Так, еще. Нежданно и негаданно тайна откроется. Тайна, которая, буквально сразит вас наповал, если честно. В хорошем смысле слова, не в плохом. Нет, не переживайте. Не переживайте. Наверное, уже вы испугались. Наповал. Тут шок, тут улыбка, тут как эти бабочки в животе, да. Нечто очень теплое, доброе, потрясающее. Чего касается, не могу сказать, да, все-таки с левой стороны. Но ваши ощущения, они просто волшебные. А все благодаря тому, что тайна открылась, либо вы там всю правду узнали. Тут, видите, огромная сова раскрыла очень длинные крылья. Еще и в горизонт встала, да, в горизонтальном положении. Видно, время пришло.
Ну, либо вам надо это знать, да, вам нужна эта радость, вам нужны эти эмоции, эти ощущения. Слава Богу, пусть открывается, пусть на благо вам идет. Так, еще. Здесь вот показывают человека, у кого, ну, такие серьезные ментальные проблемы, душевные, ментальные. И человек не отдает отчета тому, что делает. Вот вы, наверное, слышали эту поговорку, либо как высказывание, да, если Бог хочет наказать человека, то Он лишает его разума. Вот приблизительно из этой истории, да, из этой серии. У человека проблемы, которые усугубляются, постоянно усугубляются. И, ну, как бы, я не знаю, почему человека не лечат, почему никто не обращает внимания, там, семья, родственники не обращают внимания. Но этот человек за вашей спиной, ну, чем-то плохим занимается, скажем так, наносит какой-то ущерб, урон. Это может быть и материальный, это может быть ущерб репутации, либо моральный какой-то ущерб, ресурсы, да, могут ваши портить. Знаете, вот может бросать, там, если у вас автомобиль, да, вот приходит мне вот картинка автомобиля, как пример, может подойти поцарапать, да, может подложить какие-то железяки под колеса, чтобы вы пробили, может там сверху посыпать чем-то, чтобы там привлечь птицы, и птицы испортили, да, машину. Также человек может, ну, какие-то отходы жизнедеятельности собрать и облить вам что-то. Человек может, да что угодно, всякие гадости может, не знаю, я не хочу даже это смотреть. Там ужасные какие-то картинки идут, мерзкие. Человек это делает не специально против вас, конкретно против вас. Человек делает это, потому что он нездоров. Да? С головой проблемы. Там, не знаю, сосед что-то там вам оборвал, соседка оборвала, либо испортила, там, не знаю, забор разобрала, либо мусор там вам выкинули. Человек просто нездоров. Нездоров. Вот. Душевная, ментальная болезнь. И она прям очень сильно просматривается. Это не какой-то негатив на человеке, не какая-то порча. Это именно заболевание. И с этим человеком не стоит выяснять отношения, даже если вот за руку поймаете, потому что человек болен. И человек в таком состоянии способен на очень нехорошие и страшные вещи. Потому что не понимая, да, отсутствует эта причинно-следственная связь. Вот, поэтому, пожалуйста, если что-то происходит, то вопросы решаем через правоохранительные органы. И ну, не бойтесь задавать вопросы по поводу ментального, душевного здоровья этого человека. Мне идет, что человека нужно лечить, но, по крайней мере, нужно как-то какую-то безопасную среду и для человека, и для тех, кто окружает этого человека. Понимаете, ну, как бы это плохо, да, когда человек, а если пожар устроит, не дай бог, да, либо еще что-нибудь плохое сделает, да, надо как-то вот держать руку на пульсе, самим не идти, не выяснять отношения, решать все через правоохранительные органы и семье этого человека, ну, родственникам, кто-то там же есть, кто-то, так и сказать, что надо проверять, надо лечить, потому что могут быть и более серьезные моменты. И вы будете отвечать, да? Вот как-то так мне идет. Это такое вот прям предупреждение, которое не стоит игнорировать. И в данном конкретном случае, да, вот если что-то происходит, лучше смолчать и обратиться куда надо, но не самостоятельно решать вопрос. Этот человек болен, все, болезнь. Болезнь тихая, болезнь проявляется постепенно, да, но нехорошее что-то, прям сильно нехорошее. Так, дальше. Вот кто-то вас на работе пытался подсидеть, причем человек прям конкретно вложился в это дело. Это может быть работа по найму в коллективе, да, это может быть и бизнес, кто-то, вот конкуренты, да. Человек мог деньги тратить на то, чтобы вам там плохие отзывы писали. Человек мог тратить деньги на то, чтобы к вам приходили подставные люди, расспрашивали, рассматривали, там, изучали, записывали, да, что вы там делаете. Человек мог
писать на вас эти доносы начальству. Человек мог даже саботировать процесс и все стрелки перекидывать на вас. И я так скажу, человек буквально сейчас приближается, едет на лошади задом наперед и приближается к некой пропасти, из которой потом не выбраться. И буквально вот ангелы направляют, ну, рука судьбы ведет, да. Этот человек уже всех достал. Кстати, человек не только против вас действовал, но и против каких-то других людей. Видите, вот он ангел, буквально лошадь подталкивает, а человек задом наперед. Человек даже не понимает, куда он едет. И не понимает, чем это все закончится. Ну, закончится очень плохо. Человек упадет. И из той пропасти выбраться уже будет нельзя. А у вас проблемы на работе, либо там с начальством, с коллективом, либо в бизнесе, они выровняются, да, этого уже не будет, оно уйдет. Потому что одна паршивая овца, да, попадет в эту пропасть. Что конкретно произойдет, я не могу сказать, да, вы все разные, а произойти может что угодно. Главное, что назад не выбраться, все. И проблемы закончатся, вот знаете, как выходите из череды проблем, и на работу поприятнее будет ходить, повеселее, и никто не будет вам палки в колеса ставить. Это тоже очень важный аспект. Так, еще родственники. Либо это родственники, либо это какие-то, ну, близкие там соседи, может, приятели какие-то. Мне вообще идет как пара, семейная пара, скорее всего. И я вижу, что они решили к вам в карман залезть, ну, либо очень сильно хотят, да, развести вас на некую сумму денег, да. Предлог будет очень благовидный, допустим, там что-то приобрести, во что-то вложиться, совместно что-то сделать. Но желание именно нажиться на вас. Желание потратить 0 своих денег и все за ваш счет, да? Устроить праздник за ваш счет. Это очень такая нехорошая история. И здесь либо вы стерпите, сделаете вид, что вы ничего не понимаете, ну, либо придется уже прощаться и прощаться навсегда. По поводу этих людей могу сказать такую вещь, что один из них вам еще может пригодиться. Ну, если вы сделаете вид, что ничего не произошло, ну, грубо говоря, вы оплатите будущее событие. Потому что в будущем один из этой пары, да, вам может очень сильно пригодиться и что-то сделать, что другие не смогут сделать. Вот. И вам уже решать, как относиться, сразу отрезать, либо подождать. Вот. Один, не двое, один всего лишь. Так, и еще за вашей спиной. Ну, вот больше похоже на предсказание для девушки. Здесь показывают некого мужчину, который, ну, буквально собирает вещи. Он собирает вещи, он их складывает там в сумочку, в чемоданчик, куда-то он их там складывает. И у него просто прекрасное состояние, прекрасное настроение. Я так понимаю, что этот мужчина собирается в вашу сторону, либо собирается к вам, либо собирается за вами. То ли сюрприз он вам решил сделать, либо он вам скажет в последний момент. У кого-то еще может отыграться, что мужчина именно сейчас делает выбор, и выбор в вашу сторону. Возможно, ситуация треугольника. Возможно, вы уже там махнули на него рукой, а он, видите, собирает вещи. И очень серьезно настроен, потому что он именно смотрит в вашу сторону. Смотрит, да? Он туда хочет идти, он туда свои вещи хочет перенести. Поэтому, девочки, ну, готовьтесь, да. Я так понимаю, впереди много всего интересного. И ситуация, ну, выглядит просто прекрасно, как по-моему, особенно если есть настоящие чувства, если есть настоящая любовь. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.